Работа по восстановлению налоговых льгот на добычу сверхвязкой и высоковязкой нефти вышла на качественно новый уровень. Об этом Юргану рассказала сенатор от Коми Ольга Епифанова. После поездки депутатов Госдумы, членов правительства России и Республики в Ухту был проведен ряд внутренних совещаний. Несколько комитетов получили задачу собрать аналитические данные и оценить всевозможные риски. Это поможет сделать как можно более точный прогноз вероятных последствий отмены преференций. Та сторона, которая абсолютно стояла против, сказала, что да, мы готовы к диалогу и к тому, чтобы найти варианты решений. Конечно, они изначально предлагали вариант решения с 2024 года, но мы на совещании говорили, что можно еще потерпеть этот год, 2021, что-то рассчитать и просмотреть, какую модель выбрать. Но уже с 2022 однозначно должна быть помощь республике. Иначе мы рискуем просто целым поселком, где живут люди, а для нас это самое главное. Напомним, в конце прошлого года в налоговое законодательство были внесены изменения, отменяющие часть понижающих коэффициентов к НДПИ и льготы по экспортной пошлине. По мнению Минфина, это должно принести бюджету порядка 290 миллиардов рублей дополнительных доходов. Однако, по оценкам экспертов, в долгосрочной перспективе отмена льгот для нефтедобывающих компаний приведет к сокращению производственных и инвестиционных программ, повлечет негативные экономические и социальные последствия. На федеральном уровне сейчас продумывают новую систему налогообложения для нефтяников.